Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан». В Кыргызстане провели пеший марш людей с инвалидностью. Протяженность маршрута составила 135 километров. Сегодня мы узнаем, как людям на инвалидных колясках удалось преодолеть такой путь, что придавало им силы и какую цель они преследовали, согласившись принять участие в мероприятии. Зовут меня Яна Таирова. Рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, я тоже очень рад. Здравствуйте. Пеший марш людей с инвалидностью, насколько нам известно, прошел под лозунгом «Ничего для нас без нас». Расскажите, какую цель он преследовал и почему вы решили организовать это мероприятие. Это уникальный пеший марш, который проходит у нас в Кыргызстане уже 8-й по счету. И целью данного марша было снижение стереотипов и стигм в отношении людей с инвалидностью, а также продвижение и защита прав людей с инвалидностью. Организатором данного мероприятия было общественное объединение «Союз людей с инвалидностью и равенство». И хочется поблагодарить соорганизаторов, которые поддержали. Это программный офис ОБСЕ в Бишкеке, ФСДС, региональное отделение Управления Верховного комиссара по правам человека в Центральной Азии, Центр солидарности в Кыргызстане, Министерство труда, Министерство внутренних дел, Кыргызский экономический университет и Абдышата. Им выражается огромное спасибо, благодарность и также всем волонтерам, кто поддержал это мероприятие. На самом деле мероприятие проходило очень насыщенно с 19 по 24 августа. 6 дней оно проходило. Протяженность составила 135 километров. Это с Чолпонуты до Каракола. Настроение было у всех очень позитивное, хорошее. В пешем марше участвовало 21 человек. Это 11 мужчин и 10 женщин. Почему так мало участников было? Ну вот смотрите, организаторов вы перечислили прям такое огромное количество, да? Вот сколько в нашей стране людей с инвалидностью и почему на этом мероприятии участвовал всего 21 человек? В Кыргызстане на сегодняшний день насчитывается более 200 тысяч людей с инвалидностью. Но если эти 200 тысяч людей с инвалидностью встанут на трассу Чолпонута-Каракол, то они просто перекроют всю дорогу. Слушайте, ну у нас же делают такие большие мероприятия, вот забеги, там огромное количество людей, еще и приезжают со всех стран. И если это мероприятие проходит в городе, как вы сказали, в Кыргызстане уже 8-й год, да, то ну как-то, может быть, масштабировать уже пора, нет? Или желания нет? То есть вот со всего Кыргызстана из 200 тысяч человек пришел только 21. Ну, на самом деле, идея хорошая, чтобы это масштабировать, но здесь есть технические нюансы. Во-первых, необходимо для каждого человека предоставить доступное жилье в пансионатах. А как вы знаете, у нас с доступностью есть большие проблемы. Во-вторых, даже в пансионатах, да, их единицы. Я просто не буду их перечислять, но их единицы. Во-вторых, необходимо предоставить качественные прогулочные коляски, потому что у большинства это комнатные коляски, и они не приспособлены на длительные расстояния. Там в основном технические моменты, нюансы. А так, конечно, на самом деле было бы здорово, чтобы прям всю трассу перекрыть. Вот, видите, еще у нас был такой момент, что саммит на носу был, вот сейчас сегодня, вчера проходил. Там трассу перекрывали, поэтому из-за вот этих технических сложностей, ну, мы даже и этому рады, что мы провели. На самом деле, хоть и 21 участник был, зато у этих 21 участника был 21 волонтер. Сколько организаторов, соорганизаторов. Рады, что Министерство труда активно подсоединилось. Сам министр, вот Укей, был как в качестве волонтера, да, который ведущим мостом толкал ее коляску, да. Поэтому это очень здорово. Люди смотрели, радовались, и мы выкрикивали наш лозунг. Про лозунг скажу, что это не только вот наша идея придумать, что ничего о нас для нас без нас, да. На самом деле это международный лозунг, придуманный Организацией Объединенных Наций, который говорит о том, что ничего не нужно делать для нас, для людей с инвалидностью, без нашего участия. Без нас, да. Очень здорово. Окей, присоединяйтесь к нашей беседе. Расскажите, пожалуйста, участники же были со всех регионов Кыргызстана? Да, или это были только с Иссыкуля ребята? Из 5 регионов это был Ош, Нарын, Чуйская область, Иссыкульская и Бишкек, конечно же. Как они добрались, и не повлияла ли вот такая поездка с Оша до Иссыкуля, ну, на их здоровье, скажем так? Нет, это просто, знаете, было беспокойство в другом. Дело в том, что, да, действительно, одно из требований, что не сколько хорошее здоровье, это такой
понятие растяжимое в нашем случае, да? А вот именно нужно было, чтобы достаточно силы воли выдержать этот марш, да? Потому что внешне это выглядело весело и интересно, но, как Оскар упоминал, коляски, во-первых, они приехали, ребята из дальних регионов. 18 числа мы уже собрались, кто сразу же прилетел в регион, а кто-то выехал из Бишкека. С нами был огромный автобус наш, и плюс по поводу колясок. Ведь мы очень беспокоились, что мы не могли взять те наши постоянные коляски, которыми мы пользуемся, потому что наши коляски были предназначены для ровных дорог. А для участия на марше мы постарались найти запасные новые коляски. Нам партнеры помогли купить дорожные коляски, либо комнатные. Но, по крайней мере, можно было их использовать в дорогах. Но все равно, да, как бы интересно и хорошо не длился марш, где-то на второй-третий день уже началась история, когда наши коляски ломались. А я хочу сказать, что любая деталь, если там у вас сломается или пропадет и так далее, приходилось буквально решать все своими силами, что на самом деле у нас нет такой услуги или магазина, где мы можем найти детали для наших колясок. То есть, если поломалось, нужно заказывать новую? Да. И мы уже понимаем, что вот мы приехали с марша, что половина колясок уже непригодна для пользования. Но с другой стороны, вот по поводу участников хочу сказать, что это не просто участники, а это те лидеры в регионах, которые делают свой вклад в развитие, в расширение прав и людей с инвалидностью. И когда мы объединились за эти 6 дней, весь этот спортивный дух, все... Может быть, вот и солнцем пекло, и ветер дул, как говорится, нам приходилось быть где-то терпеливы, где-то выносливы. Но что мы почувствовали? Боевой дух, стремление. Поддержку. И еще, да, поддержка была огромная, да, мне кажется, Оскар может еще пошире рассказать, потому что было интересно то, что все говорили, что ты как кошечка, я сидела в автобусе. То есть я вначале была в марше, а потом иногда сидела в автобусе. Потому что было сложно. Да. А большая категория, конечно же, была вот на улице, но мы могли наблюдать, как... Но это были сильные мужчины, как Оскар, правильно я понимаю? Да, и это, знаете, там можно сказать о таких нюансах, когда мы организуем марш, это непросто. То есть, смотрите, только полагаясь на свои силы, невозможно участвовать в марше. Там однозначно понадобится поддержка и личного ассистента, и волонтеров. И поэтому вот участие социальных работников, волонтеров, партнерская поддержка была очень важна. Без этого просто наши более чем 40 человек мы не могли бы прийти к финишу. Почему для этого мероприятия была выбрана именно Иссык-Кульская область? Почему там не Ош, например, или Бишкек? Ну, на Иссык-Куле, во-первых, там очень такой благоприятный климат. Едешь, не скучно, едешь, начинаешь засыпать. Раз проснулся, направо смотришь озеро. Я отдыхаю, думаешь, так ваша это уж, по-моему, красота. Есть такие мысли, чтобы туда тоже добраться, но, видите, как только мы проезжаем Бустырь, там уже движение меньше, там трассу. Вот основная проблема в том, что нас же ГАИ сопровождает, и когда очень много народу, очень сложно вот это контролировать трассу, потому что помимо ГАИ мы еще с дополнительными силами организовывали сопровождение там спереди, сзади, посередине. Спасибо вот ребятам из Минтруда, которые там перекрывали дорогу. Вот. И у нас просто наработанный опыт уже на Иссык-Куле, как вообще проводить пеший марш. Гульмира Кантиновна, вот, руководитель общественного объединения «Союз людей с инвалидностью и равенства», предложила мысль, может быть, на следующий год вот рассмотреть, вот, возможно, южные регионы. Это вот тоже интересная мысль. Ну и еще, видите, это же сезон отдыха. Наш главный посыл в том, чтобы чем больше людей нас увидит, тем лучше же. А вообще, как люди реагировали? Вот вы говорите о том, что перекрывались дороги. А кыргызстанцы, как правило, не любят, когда перекрывают дороги. И вот когда вы шли, значит, проходил этот пеший марш, как люди реагировали? Может, поддерживали вас? Или, наоборот, сигналили? Говорили, давай быстрее? Или выходили там из машин, где-то помогали? Да. Вот здесь я как раз-таки расскажу уже поподробнее. Я уверен, что 95% все реагировали очень позитивно. Мимо проезжающие машины все сигналили. Это все махали... Сигналили? Нет, сигналили, да? Не вот так там, пип, злобно, а вот так, пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. То есть они, наоборот, нас поддерживали. Проезжал
одна большая машина с флагом Кыргызстана. Кричали, останавливали, кричали «Ура!», там, «Алга, Кыргызстан!». Местные жители выбегали, кто там с бурсоками, продавцы магазинов выбегали с Кока-Колой, там фанты раздавали. Старенький дедушка, очень понравилось, видимо, он владелец пасеки, дал нам меду. То есть кыргызстанцы. Арбузы давали. Я уже даже забыл, что нам там давали, потому что мы уже постоянно ездили с набитыми животами. В общем, кормили вообще конкретно. Я, наверное, думаю, что мы многие набрали вес, потому что очень много было сладостей. И стоит еще отдельно поблагодарить всех жителей села и сотрудников акимиата, потому что в каждом селе они устанавливали столик и, как говорится, встречали нас с хлебом и солью. То есть это официально, торжественно. Мы останавливались, они нас встречали. Вот. В общем, в основном было много радости. Мимо Григорьевки проезжали, мимо базарчика, там все вообще для них такое интересное событие. Мы там с флагами все в одинаковых. И я там даже слышал по телефону, там перед этим разговаривают люди на стороне. Тут, короче, спортсмены проезжают. А там дети, короче, нифига, не кипиша тут навели. Короче, в общем, все было позитивно, так нормально. А еще, Оскар, помнишь, ты сказала, что дети обсуждали нас, и они сказали, а почему все на коляске? Да. Наверное, мода такая. Да. А что, сейчас модно, что ли, на колясках? Чего они все на колясках? Вы им объяснили, что, собственно, происходит? Они там мимо пробегали, там мы не стали им объяснять, просто слышим, что вокруг происходит. Это все, конечно, чудесно и здорово, но меня очень интересует, каким образом была обеспечена безопасность, кто сопровождал, в чем вам помогали, и довольны ли вы вот этой их работой? Да, мы довольны. Сотрудники ГАИ, это УГБДД из Сыкульской области, им отдельная благодарность. Они организовали патрульные службы, которые они перекрывали дороги. Если кто-то мчался на большой скорости, они прям навстречу к нему выезжали, сигналили, говорили. И я прям повторю их слова, они говорили: езжайте тихо, медленно и не пылите, сбоку, аккуратненько, потихонечку, прям, знаете, вот так вот настаивали о том, чтобы они все тихо ехали. А медицинская помощь? Да, у нас в рамках проекта был предусмотрен врач, Рыспек Укарадинов. Он профессиональный врач, он долгое время работал в скорой помощи, то есть у него весь набор всех необходимых инструментов для оказания первой медицинской помощи. Это настоящий профессионал. Он каждое утро проверял у всех давление, и каждого осматривал внимательно. И плюс он сам как волонтер участвовал в том, чтобы движение было у нас безопасным. Кстати, еще один случай скажу, что во время пешего марша произошло такое не очень хорошая ситуация, когда женщину толкали, и там была небольшая ямочка, и, видимо, они не заметили, коляска наехала на эту ямочку, и, в общем, женщина, Финара ее зовут, она упала, и прямо на свою ногу она своим весом упала, у нее распухла нога. Она продолжила пеший марш, но вечером у нее нога очень сильно распухла. Потом отправили ее в Чолпанатинскую больницу. Мы думали, уже перелом. Но сделали рентген, и там, слава богу, переломов никаких не было. Оказалось растяжение сухожилий. Мы ее уже отправили в Бишкек, чтобы она уже больше отдыхала, чтобы не продолжала марш. Связывались с ней? Как она сейчас? Да, мы с ней связывались. Она, по ее словам, она говорит, она думает, что в течение нескольких дней она надеется, что эта опухоль пройдет. Общее самочувствие хорошее. Она продолжает за нами следить в социальных сетях. Я хочу сказать, что, несмотря на все случаи, Финара активно рвалась продолжить марш. Мы сказали нет. И она еще, мало того, что она хотела его продолжить, она очень большое имела желание именно участвовать в этом марше. Для нее это было настолько важно, потому что она говорит, большую часть времени я нахожусь дома. И мне надоело сидеть дома. Я хочу быть участником этого марша. Я хочу влиться в общество. Я хочу находиться среди людей. Я хочу показать что мы можем делать. И даже когда после падения она настаивала о том, чтобы она осталась, но врач сказал, что лучше рекомендовано вам будет находиться дома, отлеживаться. Но у нее настолько был боевой дух и прям настолько удивительно. Расскажите нашим радиослушателям, которым не посчастливилось, к сожалению, вас увидеть в Сыкульской области, как вообще все это происходило. Это же было не просто шествие, да? Вы останавливались в акимиатах, проводили тренинги. Что это были за тренинги? О чем вы там рассказывали людям?
Да, действительно, как Асхар говорил ранее, мы проходили под лозунгом «Ничего для нас без нас». И одно из мероприятий это было проведение тренингов. Оно прошло, значит, в Аильных Экмету, Чолпанаты. А как вы туда попадали? И Ананьево. А мы по дороге в марш. Так, вы выстроились в колонну, ехали какой-то определенный отрезок времени, доезжали до Кемята, где вам накрывали стол, вы там ели, пили, а потом проводили тренинги. Правильно я понимаю? Не совсем. Так, ну вот расскажите, как было. В общей команде нас вот 3 тренера, да, это Асхар, Гульмира Константиновна и я, Укейм Мураталиева. То есть, смотрите, мы ранним утром мы ехали в Аилык-Мету, там у нас уже ждали социальные работники, сотрудники Аилык-Мету с утра. И буквально в течение 1,5 часа мы проводили тренинг, приезжали, присоединялись к началу марша. То есть ни в коем случае мы не прерывали марш, или не было такого, что марш остановился и ждал нас. А мы это делали все ранним утром. А то, что нас встречали, допустим, как это в пунктах, да, из перехода с одного села в другой, было так, что ребята сначала сидели на нашем тренинге, сотрудники, да, потом мы прощались, возвращались к маршу, мы двигались, и через некоторый промежуток времени эти сотрудники уже ждали нас с хлебом и солью. То есть нам пришлось быть очень мобильными. Для нас это был вызов. Вместе с этим очень интересно, потому что содержание наших тренингов, понимание инвалидности, хотя оно так звучит, оно нужно для всего сообщества. А мы проводили для сотрудников Аилык-Мету, для социальных работников, потому что они именно те лица, которые предоставляют социальные услуги населению. И если мы хотим, чтобы услуги эти были качественные, и услуги отвечали потребностям населения, то информацию мы должны получать от первых лиц. Да? И что касается, допустим, наших требований по созданию доступной среды и так далее, ведь это не вопрос только инвалидности. Ведь мы говорим о комфорте, удобстве и безопасности для всего населения. Потому что по тем же Чолпанатинским дорогам ходит весь народ из Икульской области. Кто-то ходит, спотыкается, а кто-то перешагивает через эти ямы, да? Но в конце концов мы требуем доступную среду и безопасность, потому что случилось так, что наша Финара пострадала. Но мог пострадать другой человек. А значит, мы должны делать проактивные вещи. Как? Создавать, скажем так, удобные дороги, обочины и так далее. Да? Это только касается дорог. Но первое, что мы делаем, это меняем взгляд, сознание об инвалидности. Потому что чаще всего это стигмы и стереотипы. Как сотрудники Акимята реагировали на эти тренинги? И можете ли вы с уверенностью сказать, что вот эти тренинги, скажем так, изменили их взгляды? Тренинг для них был открытием. Я не могу сказать, что прям с первого тренинга у них поменялось сознание, потому что мы дали им нужную информацию, но вместе с этим по ходу тренинга там также была использована игра, она называется «Жизнь», где принимали участники сами, да, сотрудники, и когда они через себя пропускают вот эти события, которые касаются людей с инвалидностью, тогда они осознают, как обстоят дела у людей с инвалидностью. Через игру. Второе. Еще я хочу добавить, да, Асхар, с нами вместе участвовал человек из дома для людей с инвалидностью с села Искра, Мурат. Этот человек, мужчина, он, во-первых, всю жизнь находится в этом доме для людей с инвалидностью, и он был в сообществе только 1 раз. И 2-й раз он присоединяется к маршу. Для него это было просто бум. И он настолько был в шоке от всех этих событий, что он так ответственно отнесся к подготовке к маршу, что мы ему говорили: ложись спать, завтра в дорогу, все, уже ночь. Он там сидел у себя, вот как же называется, коляски, да, наши дорожные, тренировался до полуночи и с раннего утра, и еще участвовал в марше. И он говорит: я хочу быть готовым к маршу.
И потом он еще сказал очень важную речь. И когда мы говорили, вот человек, который находится в доме для людей с инвалидностью всю жизнь, да, и почему на самом деле создание отдельных рабочих мест, отдельных домов для людей с инвалидностью не служит хорошим условием для жизни для людей с инвалидностью, и что на самом деле это не есть хорошо. И вот вам человек, да, который вот второй раз вышел в сообщество, заставляло всех задуматься, да, что на самом деле мы не говорим только о вопросах инвалидности, мы говорим о разнообразии. Ну хорошо, есть у нас инвалидность. У меня опорно-двигательный, церебральный паралич, Аскар пользователь коляски. Но в конце концов это просто характеристика, описание того, как выглядит Аскар или я. Но наша жизнь не состоит только из инвалидности. И в конце концов мы говорим о разнообразии, потому что в сообществах есть и люди с инвалидностью, и пожилые, и мужчины, и женщины. И у нас у всех потребности разные. И когда мы создаем условия, учитывая наши потребности индивидуальные, тогда будет равноправное общество. Расскажите нашим радиослушателям, сколько дней вы были в пути и вообще как это происходило, потому что до эфира мы немножечко пообщались с Оскаром, и он меня удивил, потому что я вот думала, что там несколько дней вы были в пути, останавливались там где-то, не знаю, может быть, в пансионатах, в отелях, может быть, в каких-то домах отдыха и шли дальше. Но, оказывается, все было немножечко по-другому. Да, у нас было так. Мы стартуем в определенной точке, и у нас был определенный план, то есть в день мы должны проехать, например, 20 километров с Чолпоноты там до Комсомола, например, да? Вот, и мы проходим этот пеший марш, у нас уходит на это там где-то в часа 3 мы где-то заканчивали, и уже отправлялись в пансионат, то есть в ту точку, где мы ночуем, останавливаемся. А потом на следующий день, где мы остановились, мы опять же на автобусе возвращаемся на эту же точку, и с этой точки опять начинаем. А как у нас обед, как у нас там передышки проходили, у нас, как обычная полевая кухня, у нас были предусмотрены кейтеринги, нам привозили, ну и помимо кейтеринга, там местные жители тоже нас подкармливали. Вот. Ну и все так и происходило, все было запланировано, все строго по тому, как мы сделали. И 88 километров, я хотел сказать, что у нас был пеший марш, а остальные, общее число у нас 135 километров, было у нас как автопробег. То есть мы уже, начиная с Рюкту, по-моему, мы уже ехали уже на автобусе. Вот. Ну, там еще такая местность, если вы знаете, когда в сторону Каракола едешь, там очень такие большие холмы, и там уже на колясках сложнее было, и мы решили это сделать автопробегом, чтобы уложиться в эти 6 дней. То есть целых 6 дней вы провели на свежем воздухе в Иссык-Кульской области. Да. И мало того, что совершили такое путешествие, еще и, наверное, неплохо отдохнули, во всяком случае развеялись морально. Да, еще очень много витамина D получили. Это программа «Утро хорошего дня», радио «Спутник Кыргызстан». Эфир продолжается. Оставайтесь с нами.